Добрый день, уважаемые коллеги. Наша сегодняшняя встреча посвящена подготовке к проведению школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности. Готовясь к нашей встрече, в общем-то, так же, как и подготовив для вас методические рекомендации, мы опирались на опыт олимпиад прошлых лет, но при этом пытались учитывать и текущее состояние дел. Что касается цели Олимпиады, вы их видите на слайде. Они определены и в порядке проведения Всероссийской олимпиады школьников, и в наших методических рекомендациях. В текущем году на школьном и муниципальном этапе мы решили оставить те же возрастные группы, которые состязались и в предыдущие годы. То есть 5 и 6 классы, первая возрастная группа, 2, 7 и 8, 3, 9 и 4 старшая группа, 10 и 11 классы. Что касается муниципального этапа, здесь уже 5 и 6 классы не участвуют. И таким образом мы делим участников на 3 возрастные группы. Можно назад слайд вернуть. На данном слайде видно как раз на каком этапе какие возрастные группы принимают участие. Что касается этапов Олимпиады, они имеют, конечно, свою специфику. Состязательные туры представлены на данном слайде. Школьный этап предусматривает теоретический и практический тур. Количество заданий, которые мы рекомендуем, опять-таки на слайде представлено. Это не значит, что это догма, руководство к действиям, так скажем, но будем исходить из реальных возможностей. В течение стандартного урока 45 минут вряд ли участники смогут качественно выполнить больше, чем 3 задания открытого типа и 15 тестовых заданий. Что касается практического тура, говорю сразу, если таковой проводится, то количество заданий оптимальное от 3 до 5. При невозможности проводить практический тур, имеет смысл в теоретическом туре увеличить количество практикоориентированных заданий. Как это сделать, мы несколько позже к данному вопросу вернемся. Что касается муниципального этапа, время на проведение увеличивается в 2 раза по теоретическому туру, соответственно, возрастает и количество предлагаемых заданий. Причем вырастает не только количество заданий, но и уровень их сложности. Практический тур, опять-таки, если он проводится, рекомендуем не менее 4 заданий, но их количество может быть и увеличено. Кроме того, если вы следите за содержанием заданий регионального и заключительного этапа, наверное, обратили внимание на то, что некоторые задания бывают комбинированные, то есть состоят из 2 или 3 взаимосвязанных частей. Общие требования к заданиям теоретического тура достаточно стандартные и простые, но я передам слово Наталье Владимировне. Она подробно про это расскажет. Итак, давайте более подробно рассмотрим специфику составления задания теоретического тура. Обратимся к основным рекомендациям. Вы их видите на слайде. Что в первую очередь стоит учитывать при разработке заданий? Естественно, это соответствие уровня сложности заявленной возрастной группы. Это корректность формулировок, это тематическое разнообразие, чтобы максимальное количество тематических линий были представлены как в виде открытых заданий, так и, допустим, в виде тестовых. Это соответствие заданий критериям методики, что очень важно, потому что если бывают неточности в критериях методики или неподробное изложение, возникают вопросы при проверке и, соответственно, возникают вопросы у обучающихся, что приводит к апелляциям и, получается, продолжению данной ситуации. Должно быть наличие заданий, которые выявляют склонность к различным видам деятельности, связанные, допустим, с будущей профессиональной деятельностью, потому что многие дети, которые выбирают Олимпиаду по ОВЖ, в дальнейшем планируют свою деятельность, связанную с безопасностью.
и наличие заданий, выявляющих склонность к научной деятельности или высокий уровень, выявляющий интеллектуальных способностей обучающихся. Что еще важно учитывать при разработке заданий? Очень важно учесть, что не допускается задание, которое противоречит правовым, этическим, эстетическим, религиозным нормам, которые демонстрируют аморальные, противоправные модели поведения и тому подобное. И не допускается наличие заданий, представленных в неизменном виде, дублирующих задания прошлых лет, в том числе для другого уровня образования. То есть, когда у вас комиссии разрабатывают задания, обратите внимание на то, чтобы они не повторялись. Любое задание можно переработать таким образом, что оно видоизменится. Хотя содержание может, в принципе, получается быть близко к этому, к тому, что было ранее. Итак, что еще хотелось сказать? Когда мы формулируем вопросы задания, они должны быть ясные, четкие и не допускать двусмысленного толкования. То есть, прочитав задание, ребенок должен четко понять, что от него требуется. Не нужно составлять задание таким образом, что на это потребуется какое-то время, чтобы понять, что спрашивается. Потому что это усложняет работу, а если мы говорим о школьном муниципальном этапе, то, соответственно, у нас времени не так уж и много. Далее, время, выделенное на выполнение задания, должно быть потрачено, опять же, не на поиск ответов, не понимание условий задания, а непосредственно на выполнение самого задания. При изменении допустимых условий вопроса правильный ответ никогда не должен быть неправильным. Обратите внимание, даже в тестовых заданиях, когда вы составляете, должно быть определенный, то есть мы читаем варианты ответов, то есть дистракторы – это неверные ответы и правильный ответ, и они не должны быть похожи. То есть, получается, нельзя заведомо вводить в заблуждение детей. Ответ не должен быть частично правильным. Потому что часто бывает, допустим, берут какое-то определение, меняют одно-два слова или пропускают и считают, что это является дистрактором. На самом деле, в данном случае, получается, выходит путаница, и это неудобно для и обучающихся, и для тех, кто будет проверять. То есть некорректно составленный вопрос может быть. Естественно, задания следует разнообразить по форме и содержанию, потому что однотипные задания, только тестовые, не позволят проверить уровень. И при разработке задач, то есть открытого типа или ситуационных задач, практикоориентированных, на которые нужно обращать внимание в нашем предмете, следует исключать вопросы, где будут противоречия и какие-то неточности. Итак, если мы говорим про тематические направления, то вы все прекрасно помните, что на уровне основного общего образования у нас включаются вопросы, касающиеся обеспечения личной безопасности в повседневной жизни и обеспечения личной безопасности в чрезвычайных ситуациях. На уровне среднего общего образования, то есть это 10-11 классы, это обеспечение личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях, государственная система обеспечения безопасности населения и основа обороны государства и воинская обязанность. Эти тематические линии также закреплены и остаются неизменными на протяжении последних лет. Если мы говорим про типы заданий, которые мы можем разрабатывать для школьного муниципального этапа, то рационально использовать задания, включающие ряды на определение принципа их построения, на включение или на исключение, на соответствие или соотнесение различных вариантов ответов. Можно использовать также тексты с пропусками, но только пропуски должны быть такие слова, которые четко, правильно, только их можно вписать, либо их синонимы. То есть нельзя делать пропуски пространные, где ребенок может много вариантов ответов предложить. Также задания по работе с иллюстративными источниками, что тоже в дальнейшем мы просмотрим на примерах. Работа с картами может быть, допустим, по ориентированию. Работа с документами, могут быть те же самые памятки или элементы заданий, которые включают нормативные документы. Может быть краткий письменный ответ, потому что мы должны тоже понимать, что ребенок должен не только уметь выбирать какие-то варианты ответов, ставить галочки в тестировании, но должен уметь аргументированно высказать свою точку зрения, если вопрос того требует.
Также могут быть тесты закрытого типа, что обычно у нас и представлено во втором модуле заданий. С выбором одного правильного ответа, как правило, они бывают, и с выбором нескольких правильных ответов. Теперь давайте перейдем с вами к примерам заданий, критериев методики оценивания выполненных олимпиадных заданий теоретического тура. Итак, можно во весь экран выведем, чтобы вам лучше было видно. Итак, вы сейчас на экране видите задание и пример методики оценивания. Как раз это задание на установление соответствия. Такие задания использовать можно практически по любым тематикам. Почему это удобно? Во-первых, это однозначно должно быть составлено, то есть перепроверено, то есть не должно быть двуяких ответов. И удобно при проверке, потому что, в принципе, жюри остается только что определить верное соответствие выбранных букв, в данном случае участникам. И вы видите, что в критериях прописывается за правильный ответ по каждой позиции, сколько начисляется, и в каком случае баллы не начисляются. Это один из вариантов. Может использоваться задание, как до этого проговаривали, сейчас мы видим наглядный пример, это с пропусками. Такое задание, когда разрабатывается, нужно учитывать, что именно пропущенные слова должны быть ключевыми, которые именно проверяют уровень либо знаний, либо, допустим, получается, компетенции обучающегося. И в критериях и методике мы должны четко прописывать, за что начисляются баллы. То есть, если вы видите критерии и методика сейчас перед собой, то за каждый правильный ответ начисляется в данном случае по 3 балла, но есть нюансы, которые прописываются. По позициям 2 и 3 допускается изменение порядка, потому что в данном случае это не принципиально. И при проверке это учитывает жюри, и, соответственно, дети, когда видят методику оценивания, вопросов у них тогда не возникает. И работать по таким критериям легко и комфортно. И вы видите, что здесь еще есть примечание, что по позиции 4 допускается ответ различный, да, то есть могут быть варианты. Естественно, получается, когда мы прописываем правильную методику оценивания, нам легче потом работать. Видим еще другого типа задания, как раз с графическим, вернее, с изображением. Да? У нас представлены части автомата Калашникова и предлагается определить, какой части не хватает, какая отсутствует на рисунке. И затем, получается, второй уровень задания, мы должны написать, для чего эта часть нужна, то есть получается ее применение. Вот получается пример задания, который состоит как бы из двух частей. В критериях мы также подробно описываем, за что начисляется какой балл и какие варианты допускаются ответов. Могут быть задания, получается, которые требуют также сопоставления. В данном случае вы видите, что нам нужно смысловое значение с областью применения состыковать и с контрастным цветом. То есть это задание немного другого уровня, более сложное, но в принципе, проанализируя все данные, ребенок может ответить на него. Критерии и методика также прописывается, в каком случае выставляется балл. Обратите внимание на последнюю позицию, где у нас прописано, что выставляется 0 баллов, если участникам отмечено большее количество ответов, чем предусмотрено в ключе. Для чего это необходимо делать? Иногда бывает, обучающийся выставляет сразу, допустим, не 2-3 цифры, как в верном ответе, а, допустим, все 5-6. Таким образом, он попадает в ключ, но, получается, если мы не пропишем последний пункт, мы обязаны будем засчитать ему этот ответ как правильный. Поэтому, получается, мы таким образом избегаем вот этих разночтений, когда мы указываем, какое максимальное количество позиций должно быть. Рассмотрим примеры тестовых заданий. Они могут быть как с применением графических изображений, то есть мы видим, допустим, знаки безопасности и дорожную разметку, могут быть изображения. Красным у вас выделены верные ответы. Обратите, пожалуйста, внимание, что максимальный балл, по сути дела, отображает количество баллов, которые получает обучающийся за тест. Здесь представлен вариант с 1 баллом за 1 правильный ответ. В принципе, получается ваше право, вы можете максимальный балл за 1 правильный ответ ставить и 2 балла, и 3.
Но тогда обучающийся должен обращать внимание, что если он видит, определите один правильный ответ и дается максимальный балл, допустим, 2 балла, тогда он, получается, понимает, что, следующий слайд переключу, если у нас идет внизу, мы видим, определите все правильные ответы, допустим, 2 варианта, значит, если у нас будет за один правильный ответ 2 балла, значит, за 2 правильных ответа 4. Если 3, то, соответственно, 9, то есть, извиняюсь, 6. То есть, получается, ребенку таким образом по баллам идет подсказка, и он понимает, что в соответствии с баллами, он понимает, сколько верных ответов он должен найти в том или ином тесте. Кроме того, вверху, получается, мы видим еще вариант тестовых заданий, где нужно выбрать верные суждения и найти правильный ответ. Тоже возможно использовать такие варианты заданий. Дальше. Да, уважаемые коллеги, теперь позвольте вмешаться мне. И мы с вами поговорим о заданиях практического тура. Как мы уже оговорились с вами, практика в текущем учебном году где-то будет проводиться, где-то нет. Это уже решаем не мы, решают местные органы исполнительной власти, исходя из того, какую модель проведения Олимпиады они примут. Но в любом случае мы говорим о заданиях практического тура, чтобы нацелить как предметно-методические комиссии разного уровня, так и учителей, наставников на подготовку к региональному и заключительному этапу. Олимпиадные задания практического тура должны нам позволить выявить и оценить как уровень подготовленности участников к выполнению приемов оказания первой помощи, по действиям, направленным на выживание в условиях природной среды, в условиях техногенных аварий и катастроф. Ну и для старшей возрастной группы, это 10-11 классы, по основам военной службы. Прошу обратить внимание на следующий момент. Опять-таки, для тех, кто этот тур будет проводить. Уровень сложности должен быть такой, чтобы участник затрачивал на выполнение заданий на школьном этапе не более 15 минут, на муниципальном этапе не более 20 минут. Мы прекрасно понимаем, что количество участников везде разное, где-то это 5 человек, а где-то это 150-200, возможно и больше. Количество членов жюри у нас всегда ограничено. Ну и особенно в условиях пандемии мы не можем допускать массового скопления. То есть, если кто-то проводит, здесь необходимо четко составлять график прихода участников в места выполнения заданий, затем проводить какие-то профилактические мероприятия. Соответственно, время на выполнение заданий, то, что мы пишем, это максимальное, но в данных условиях, наверное, логично его даже несколько уменьшить. Тематические направления заданий практического тура также представлены достаточно компактно на уровне основного общего образования. Это оказание первой помощи пострадавшим, выживание в условиях природной среды и действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. По уровню среднего общего образования, опять-таки, это первая помощь, это выживание в условиях природной среды, действия в ситуациях техногенного характера, в чрезвычайных ситуациях, и добавляем мы сюда вопросы основ военной службы. При этом вопросы основ военной службы у нас, скажем так, достаточно небольшой ассортимент заданий, которые мы реально можем выполнять. Мы здесь должны исходить из двух параметров. Первое – это реального состояния учебно-материальной базы, чтобы не было такого, что в одной школе это выполнить задание реально, а в другой учебно-материальной базы не позволяет. Ну, кстати сказать, и других направлений это касается. Вот. И с другой стороны, здесь обеспечение требований безопасности. Если мы используем такие элементы,
как, например, метание учебных гранат, либо пулевую стрельбу. Это особенно для тех, кто не электронные или лазерные тиры использует. Требования безопасности должны обеспечиваться на самом высоком уровне. Общие требования к заданиям чем-то похожи на требования к заданиям теоретического тура, но имеют некоторую свою специфику. Уровень сложности должен соответствовать заявленной возрастной группе. При этом задания некоторых разделов могут быть общими как для более младших, так и для более старших возрастных групп. При этом я бы рекомендовал использовать несколько разные критерии оценивания. То есть то, что более легко дается, например, старшей возрастной группе, для более младшей является более сложным. Либо мы увеличиваем контрольное время на выполнение заданий, либо мы его оцениваем более высокими баллами. Ну, либо мы в какой-то мере упрощаем задания и используем упрощенный критерий оценивания. При этом не наказывая, так скажем, участника за какие-то мелкие ошибки, поскольку знания, умения есть, а каких-то устойчивых навыков мы еще выработать, например, в 7-8 классе, очевидно, не успели. Для проведения практического тура разрабатывается определенный комплект материалов. Не знаю, насколько весь этот комплект разрабатывается на школьном муниципальном этапах, но на региональном заключительном без этого обойтись достаточно тяжело. Первое, с чего мы начинаем, это критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий. Достаточно подробное описание самого задания, описание необходимого для обеспечения выполнения данного задания оборудования, ну и развернутый критерий оценивания, естественно. То есть сколько баллов выставляется всего за выполненное задание, сколько снимается баллов за каждую совершенную ошибку, либо сколько начисляется баллов за каждый правильно выполненный элемент. Последний критерий мы, как правило, используем в старшей возрастной группе при оценивании заданий по стрельбе. Далее идут, собственно говоря, бланки заданий практического тура. Несколько лет мы практикуем следующее. Мы эти задания участникам выдаем заблаговременно. Ничего секретного, как вы понимаете, в этих заданиях нет, но как минимум участник, придя в места выполнения заданий, кстати сказать, в сложившейся ситуации это становится еще более актуальным, не должен тратить время на понимание того, что ему надо делать, а должен просто прийти и выполнить это задание. Следующее, что мы разрабатываем, это приложение к заданиям, так называемые технологические карты практического тура. Это те листы, которые использует жюри для оценивания выполненных заданий. Технологические карты мы участникам заранее не показываем. Почему? Потому что в некоторых заданиях мы используем, так скажем, некие подводные камни, да, какие-то усложнения заданий, к которым участник должен быть готов, и с ситуацией он должен столкнуться именно при выполнении самого задания. В некоторых заданиях мы дополнительно разрабатываем карточки с заданиями для участников, например, арена на местности, да, и карточки с ответами к заданиям для жюри. Причем, когда проводится заключительный этап, и то же самое мы рекомендовали на региональном, по ориентированию на местности, член жюри, который находится в месте выполнения задания, правильных ответов не знает. Участник их узнает уже после того, как выполнил все задания, и подсчитываются заработанные им баллы. И то, о чем я уже говорил, это описание необходимого материально-технического обеспечения,
По заданиям конкретно оно включено в критерии и методику оценивания. Оно, как правило, разрабатывается заблаговременно, и когда мы готовим требования для проведения того или иного этапа Олимпиады, приблизительное описание материально-технического обеспечения мы заранее публикуем. То есть для того, чтобы школы и муниципалитеты могли заранее все необходимое имущество подготовить. Поступают вопросы, давайте мы в конце ответим, сейчас выступление закончится, и тогда на все вопросы пройдемся удобнее. Да, наверное, лучше в конце. Итак, давайте перейдем к примерам комплектования того пакета материалов, который необходим для организации практического тура. Первое, вот то, что вы видите, это пример задания, которое получает участник. Что мы здесь видим? Первое, это условия, из которого участник понимает, в какую ситуацию он попал и что ему необходимо сделать. Далее, некоторая подсказка участнику, алгоритм выполнения задания. Сразу оговорюсь, алгоритм мы не всегда прописываем полный. Например, в заданиях по первой помощи мы не прописываем алгоритм, а ссылаемся на соответствующий, действующий на данный момент руководящий документ. Ну и, собственно говоря, участник должен знать, какую максимальную оценку он может получить за каждое задание. Бывает ситуация, когда участник прекрасно понимает, что за одно задание он зарабатывает, например, 20 баллов, и на это тратит немного относительно времени, а другое задание, которое для него более сложное и затраты времени значительно большие, он может заработать, например, 5 баллов. А на какое задание участник будет акцентировать свое внимание, он заранее делает такой выбор. Особенно это важно в том случае, если мы вводим такой дополнительный оценочный параметр, как контрольное время, превышение которого мы либо не допускаем, либо при превышении мы участника, грубо говоря, штрафуем, вычитая какие-то штрафные баллы. Дальше, пожалуйста. Что касается критериев и методики оценивания. Как мы видим, по содержанию, чем-то это напоминает предыдущий слайд, где было продемонстрировано задание, за исключением. Первое. Здесь мы прописываем оборудование, которое будет на данной площадке использоваться. И здесь есть табличка, в которой уже содержится перечень ошибок и погрешностей, за которые участник может получить меньшее количество баллов. В отдельных случаях данную информацию до участников можно доводить. Например, как в случае с ориентированием на местность. В случаях, например, с выполнением сложных комплексных заданий, данную информацию до участников доводить не стоит. На следующем слайде мы видим пример технологической карты, приложение к заданию как раз по данному вопросу. Сделали мы в свое время для удобства работы жюри. Участник, выполнив задание, вписывает сюда номер карточки, полученные результаты измерений и ставит свою подпись, что он удостоверяет, что это все вычислил, так скажем, и записал лично он. После выполнения всех заданий член жюри, который находится за финишной чертой, скажем так, используя бланк ответов, либо шпаргалку, можем и так назвать, определяет качество выполнения задания участникам. Ставит сумму штрафных баллов, итоговый балл, который набрал участник, и свою подпись. Дальше, пожалуйста. Вот та карточка, которую в данном случае получит участник. То есть здесь мы ничего сейчас не вписывали, понятно, да, это шаблон заготовка, который заполняется непосредственно членами жюри до проведения практического тура. Здесь даны необходимые в данном случае расстояния и
в нижней строке мы видим задание определить расстояние между ориентирами номер 1 и номер 2, ну и так далее. По второй карточке между первым и третьим, по третьей карточке между вторым и третьим. И такое количество заданий может быть достаточно большое. Ну, 10-15, наверное, это будет зависеть от количества участников. Вот. Смысл какой? Каждый участник получает свое задание, они не могут обмениваться информацией и не могут делать друг другу подсказки. Дальше, пожалуйста. Ну, а вот это вот карточка, которая уже заполняется для членов жюри. Вот. И используя эту карточку, уже рассмотрев с участником результат его вычислений и истинные значения, член жюри выставляет необходимые участнику баллы. Да, дальше, пожалуйста. А следующий момент, на который стоит обратить внимание, это просто, скажем так, табличка для обозначения места проведения заданий. Если у нас заданий много, и если они еще и разнесены в пространстве, чтобы участник не заблудился, не запутался, не тратил лишнее время, мы эти задания обозначаем. И еще напоминаем участнику, сколько максимальное количество баллов он может на данном задании заработать. А следующее задание уже по первой помощи. Мы видим бланк, который получает участник. Из него понятно, в общем-то, что в соответствии с карточкой с заданием он будет выполнять те или иные манипуляции. Вот, собственно говоря, варианты карточек. Ну, естественно, одну из 4 по жребию вытянет участник и дальше выполнит необходимые действия. Ну и следующее, это уже шпаргалка для члена жюри, которую он после выполнения участником задания может ему предъявить, чтобы показать, как надо было сделать правильно. Ну а если участник все сделал правильно, тут комментировать ничего не надо. Молодец, выполняй следующее задание. Немножко вернусь назад, слайд не надо возвращать. Вы, наверное, обратили внимание на то, что задание как по ориентированию, так и по первой помощи мы можем легко превратить в теоретическое, практикоориентированное задание. Вариантов здесь достаточно много, но особенно, наверное, по вопросам первой помощи. Что касается системы оценивания выполненных олимпиадных заданий, рекомендуем мы следующее. Оценивание производить целыми, а не дробными числами. Максимальные баллы за задание устанавливать в соответствии с уровнем сложности. И общий результат участника определять путем простого сложения баллов, полученные за выполнение как теоретических, так и практических заданий. После чего мы полученные баллы суммируем. И очередной раз прошу обратить внимание на то, что оценка за выполнение любого отдельно взятого задания не может быть отрицательной. То есть минимальная оценка, если участник не выполнил задание или совершил какие-то фатальные ошибки в его выполнении, 0 баллов. Перейдем к ответам на вопросы, потому что поступило достаточное количество вопросов, чтобы мы успели это все сделать. Алексей Викторович, первый вопрос касается практики. Ответите. Так, выполнение заданий, всех или каждого задания? 15 минут. Понятно, это вопрос по практическим заданиям, да? Мы все-таки рекомендуем, чтобы на выполнение всех заданий школьного этапа отдельно взятым участникам затрачивалось не более 15 минут. Это при условии, если они выполняются, то есть одно за другим линейно, общее время. Но если вы разбиваете задание отдельно, то, соответственно, в совокупности, когда вы сложите все количество, должно быть тоже не более 15 минут, если отдельно задание. Ну, как правило, все в это укладываются. Если у нас на заключительном этапе лучшие участники укладываются в это время, хотя контрольное время мы там устанавливаем порядка 30 минут. В зависимости от формы проведения, то есть отдельные задания или совместные, но в целом такое. Второй вопрос был от Татьяны Николаевны. Подскажите, пожалуйста, при проведении теоретического этапа в маленьких школах можно ли детей из разных возрастных групп сажать в одну классную комнату? Здесь вопрос касается уже тех нормативных действующих документов, которые действуют на вашей территории.
То есть нужно смотреть правила, которые у вас сейчас по обучению действуют. Они касаются в данном случае и проведения различных мероприятий, в том числе олимпиад. Если у вас не допускается смешивание детей и потоков, то, соответственно, вы должны это учесть. Ну, я тоже тут добавлю, что на региональном и заключительном этапах мы не допускаем нахождения разных возрастных групп в одном помещении. А что касается школьного этапа, здесь уже местные органы управления образованием определяют технологическую модель. То есть это вопрос уже к своему местному руководству. Далее еще у нас вопросы. Это было так. Как ученики 10 классов могут отвечать на задания основы военной службы, если у них на этот раздел изучается со второго учебного полугодия? Ответьте. Ну, пожалуйста. В данном случае получается у нас, во-первых, у нас по сути получается изучение предмета разбито на две возрастные группы. Это уровень основного общего образования, это 5-9 класс, и уровень среднего общего образования 10-11. Как выстраивается линия, с какой, получается, темы начинается изучение, определяет сама организация, то есть получается. У вас может быть составлен учебный план и программа рабочая по предмету ОБЖ таким образом, что вы вначале будете изучать основу военной службы, вам это никто не запрещает. Зависит от того, как у вас составлена рабочая программа в вашем учебном заведении. Это первое. Второе. Олимпиада все-таки предусматривает, наверное, не только, получается, уровень школьных уроков, а дополнительную подготовку. Поэтому, как правило, дети готовятся более к темам широко, чем представлено просто получается. Да, и еще один момент. Конечно, когда мы говорим о школьном этапе, здесь некоторая сложность возникает. Но есть общие вопросы, ну, например, раздел того же военно-патриотического, например, воспитания, да, и они могут быть в тестовой, например, форме эти вопросы. А что касается более позднего уже муниципального этапа, то определенные знания у 10-классников есть. У 11 классов мы будем считать уже знания полноценные, потому что по окончании 10 класса, как минимум, они еще и учебные сборы успели пройти. Ну и, строго говоря, наверное, мы учтем данный момент на региональном и заключительном этапах и немножечко разнесем задания для 10-11 классов. В перспективе, думаю, да. Еще вопрос. Возможно ли предварительное ознакомление участников с практическими заданиями? Когда Алексей Викторович выступал и показывал слайд, если не ошибаюсь, 22, могу пролистать, как раз приводился пример заданий, которые заранее выдаются участнику, с которым он ознакомливается. Обратите внимание, что он знает, что от него требуется, но на местности он никаких измерений заранее не производил. А также и вот следующее задание по первой помощи. Он знает, что у него будет карточка с заданием по первой помощи, но он не знает, какое конкретно состояние будет у того пострадавшего, да, который ему достанется. То есть вот такие варианты ребенок может вполне, вы можете предварительно ознакомить, для того, чтобы и ему было понятно, что делать, ориентироваться, и вам было быстрее провести сам практический этап. Ну либо следующий пример. Он знает прекрасно, что ему, например, за 2 минуты надо завязать максимальное количество туристических узлов. Подсказка, да. Ну а дальше все упирается в его умения и навыки. Один завяжет 2 узла, а другой 22. Ну 22 я, конечно, много сказал, но 7-8 вполне реально. Вопрос от Павла Александровича. Как оценить тест, где 2 и более варианта правильных ответов? В критериях и методике не первый год, на протяжении последних 4-5 лет точно 100% это прописано. Объясняем, получается, если у нас, к примеру, в тестовом задании 3 верных ответа, то если участник отвечает все 3 верно, получается, он набирает, к примеру, в данном случае, если по 2, то 3 на 2, 6 баллов. Если он отвечает 4 правильных ответа, надо было 3, он получает 0 баллов. Если он попадает 2 правильных ответа из 3, он получает 2 балла, 4, извиняюсь. Если 1, то 2 соответственно. То есть он за каждое попадание в ключ ответа получает 2 балла. Если он указал больше, чем необходимо ответов, то он получил 0 баллов. Поэтому и говорю, ориентируйте детей на количество баллов, чтобы они понимали, сколько верных ответов. И еще хотелось бы для комиссии сказать, что когда вы составляете тестовые задания, желательно делать следующим образом.
Если у нас один верный ответ, то у нас минимум 2-3 должно быть неправильных ответа. Если у нас 2, к примеру, верных ответа, то минимум 3 должно быть неверных. Соответственно, если у нас 3 правильных ответа, то 3-4 неверных, для того, чтобы был вариант полноценного выбора. Далее. Под запрет, да? Если мы говорим об организации массовых мероприятий, то у нас каждая конкретная территория сама определяет модель проведения. То есть будет ли это только, допустим, теоретический тур, либо это будет теоретический полноценный практический тур. Да, больше того, все-таки здесь не совсем верно. Говорят про запрет Министерства просвещения. Здесь надо говорить о тех мерах, которые предписаны Роспотребнадзором на самом деле. Вот. Это первое. Второе, что касается массовых мероприятий, я не вижу, что, например, на школьном этапе проведение Олимпиады является массовым мероприятием. Если мы, конечно, не будем проводить каких-то торжественных собраний и прочих действий, которые приводят к массовому скоплению людей. Это все проводится в форме такой же приблизительно, как обычный урок. Если на уроке у нас сидит 20-25 человек в классе, то на Олимпиаде их может оказаться 5-6 человек. Это не есть массовое мероприятие. Давайте все-таки термины, которые используем, как-то сверять с действующей нормативной правовой базой. Опять же, как провести практическую часть в условиях. Все зависит от того уровня. Если это школьный этап, то можно, что получается, по классам также провести. Школьный этап теоретически возможно. Я уже про это сказал. Можно разработать график, проводить соответствующие мероприятия. Но, опять-таки, эти решения принимает в данном случае муниципального уровня руководство, да, по школьному этапу. Когда возможно выдать задание практического тура участникам? В день Олимпиады вместе с теоретическим туром или после теории перед проведением практической части? На заключительном этапе мы выдаем сразу после проведения теоретического тура. То есть участник сдает задание теоретического тура и получает на руки задание практического. На школьном этапе, наверное, за день можно спокойно выдать задание практического тура, это не будет критичным. Но это вообще не критично, не криминал, как мы уже выяснили, это не является подсказкой, это является, так скажем, элементом, упрощающим организацию. Теоретические и практические этапы проходят в разные дни. Опять-таки, это все зависит от тех требований, которыми руководствуется данная территория. Да. И какие сроки установлены у вас в приказе местном? То есть, если обозначено один день, то, соответственно, один. Так, и что у нас еще здесь ниже? Да, у нас уже, уважаемые коллеги, к сожалению, время истекает. Вопросы еще остались. И чтобы никого не обидеть, я пролистаю на последнюю страничку. Здесь представлен адрес электронной почты, большинство его знают. Пожалуйста, вопросы переадресуйте на этот адрес, мы на них ответим. Не обещаю, что ответим прямо сразу моментально, потому что некоторые вопросы могут потребовать еще дополнительного обсуждения или консультации. Благодарю за внимание. Желаю вам удачи в проведении школьного, муниципального этапов. И желаю, так скажем, выражу, наверное, желание всех членов ЦПМК встретиться с подготовленными вами участниками на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. До свидания. До свидания.